Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. У нас сегодня в студии традиционно Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем разбирать историю башкирских восстаний, и сегодня переходим к событиям середины XVIII века, а именно к восстанию 1755-1756 годов. В прошлый раз мы подвели итоги восстания 1740 года и сделали вывод, что именно с тех пор Башкирия по сути, интегрировалась в губернскую систему Российской империи. И вот в период между этими восстаниями она уже жила в этой новой структуре. Как развивались события в этот период? Там особо-то в этот период такого грандиозного не происходило, поскольку башкиры были интегрированы в состав российского государства. Башкирия была включена, наконец-то, в состав Оренбургской губернии, в юго-востоке России возникла. Происходило постепенно привлечение башкир к воинской службе. Поскольку была учреждена вот эта Оренбургская пограничная линия, башкиры стали потихонечку привлекаться к охране границ. Все было то же самое и раньше. Уже в конце 18 века возникнет башкирское мещерятское войско. Казаки они были или не казаки? Вот многие путают. По формулярным спискам все башкиры идут как казаки, пишут. Вот казак там такой-то там, казак Хамидуллин. По всем внешним показателям они вроде бы как казаки, и служба их казачья. Но поскольку мы же говорим, что Россия это было сословное государство, понятие принадлежности к тому или иному сословию, это было отправной точкой. У башкир было сословие вотчинников, а казаки это другое. Вот у башкир вотчинники это их собственная земля. А у казаков была государственная. Государство могло в любой момент у них отнять или наоборот дать еще больше. А башкиры сами по своему усмотрению распоряжались. И казаки, потому что они несут службу, находясь на государственной земле, получали за это жалование. За счет казны они вооружались, выступали на службу. В отличие от них, башкиры ничего этого не получали. Им говорили так: вот достаточно того, что вы сами в своей земле живете, вот сами и за свой счет и вооружайтесь. А как это происходило в семьях? А сами решали, кого отправить на службу? Там сына, старшего, младшего? Вот мужа. Там интересная вещь. Допустим, наряд со двора, один человек, условно говоря, на службу идет, и вот видишь, очень много людей ходит. Это отмечено и в научной литературе. Башкирские дворы начинают специально уплотняться, чтобы, понимаешь, как можно меньше людей. Несколько семей объединяются в одну. Да, несколько семей. Возникают большие вот такие нераздельные семьи. Отец, тут же при нем все его сыновья со своими семьями. Могло так быть, что в одном дворе, условно говоря, 50 человек проживает. В войну они там одного человека отправляют. А если бы они жили раздельными, пришлось 5 человек отдавать. Тоже. Семья сама решала, кого отправить? Видимо, да. Должны были на своем коште за собственный счет вооружить этого человека, купить ему винтовку, копье, саблю, кольчугу. Как правило, все в железных латах выходили еще тогда. 2 лошадей. Одна лошадь боевая, другая заводная, которая весь скарб везет и так далее. Также снарядить продовольствием, фуражом. Но в середине 18 века в Урало-Поволжье царила вот такая напряженная межконфессиональная такая атмосфера. Очень похожая на то, что было веком раньше, когда был царь Алексей Михайлович, у него было прозвище Тишайший, который отличался вот таким религиозным рвением. Как раз в России в это время произошел раскол, имело трагические последствия, значит, для русской истории. Вот такое давление началось. И вот этого давления, вот такой государственной, огосударствленной церкви, которую нес идею патриарх Никон, еще в 17 веке вот спровоцировал, мы говорили в прошедших программах, вот этот сиитовский бунт. Через век мы приходим к тому же самому. По Волжье усиливается вот эта миссионерская деятельность. В середине 18 века это было уже правление императрицы Елизаветы, а все уже еще началось при Анне Ивановне. И вот, допустим, выходит сенатский указ от 19 ноября 1742 года, по которому подлежали разрушению все новопостроенные мечети в Казанской, Сибирской и Астраханской и Воронежской губерниях. Но только не в Оренбургской, потому что в Оренбургской губернии жили башкиры, могли восстание поднять. И вот в ходе реализации этого указа из 536 мечетей только в Казанском уезде 418 были разрушены. В Башкирии этого не было, я повторяюсь. Почему Башкирия потом центр ислама-то и стал позднее. Здесь вот власти осторожничали, ничего здесь не делали, потому что боялись, что башкиры опять за оружие возьмутся. Вот, допустим, указом еще живой в то время императрицы Анны Ивановны от 11 сентября 1740 года всем желающим принять крещение мусульманам и язычникам были обещаны различные льготы, денежное вознаграждение, одежда и так далее. Мулла Батыршах Алиев, который считается идеологом вот этого следующего башкирского восстания, в письме Елизавете, потом уже, когда он уже был арестован, сидел в Шлиссельбургской крепости, написал знаменитое письмо свое Гореза-Наме, обращение к императрице. Вот приводит один пример. Один работник Мишарского Исаула Мансура
одолжив у хозяина 80 рублей, у Исаула Мансура, и не желая возвращать деньги, крестился, чем списал свой долг. 80 рублей задолжал, раз крестился, все, взятки гладкие. Он не только уже не обязан был отдавать долг 80 рублей, а по тем временам это огромная сумма, но еще и получил вознаграждение. Есть данные, много ли таких людей было, кто согласился? Кто знает. А потом многие, наверное, могли обратно, в общем-то, принять. Пришлось бы ждать до либерализации, так скажем, религиозной политики. Вот именно в тот момент это было нельзя. Дожить до времен Екатерины, когда можно было, и то это очень-то не приветствовалось. И за этим четко следили священники и так далее, чтобы не было возвратное движение. Недаром вот этот массовый переход крещенных татар, мы видим, когда это происходило, это вообще там где-то в 19 и даже в начале 20 веках, когда вот немножко произошло, более проще стали смотреть на эти вещи. Но, тем не менее, как мы видим, что такая политика существовала. Например, в 1751 году Сенат рассматривал представление митрополита Тобольского Сильвестра Главатского, предлагавшего объявить провинившимся в чем-то 11 башкирам Солжеудской волости, что в случае принятия ими православия они получат прощение. Солжеудская волость — это вот как раз Кунашахский район Челябинской области. Но один из этих башкир, рудознатец Сали Бускунов, заявил: «Воля де нашей государыни, хотя смерти предаст, креститься не желаю». И, обсудив это дело, Сенат пришел к мнению, что башкиры в богопротивном своем магометанском законе столь крепки и замерзелы, что весьма сомнительно, дабы они по легкомыслию своем в рассуждении оного своего закона не впали в какое-нибудь крайнее отчаяние. От важности их пример последний их замешание, ибо под видом, якобы охраняя свои вольности и земли, почти ни за что бунтовали и помирали. Опасения оставались. Да, то есть и в Башкирии власть осторожничала. Но, однако ж, указом 20 февраля 1744 года все же предписывалось в башкирах мечети и школ без указов вновь не строить. Все, что есть, оставить. Новые мечети и школы, то есть мектебы и медресе, пока не строить. А в селении, где проживают воспринявшие веру греческого исповедания, мечети нужно было разрушить. К чему это приводило? Вот какое-то селение есть, и раз один человек принимает в этом селении крещение, один человек, и по указу нужно было мечеть в этой деревне снести. Вот этот человек, один новокрестившийся, дабы он обратно в ислам не вошел. Вот такая была ситуация. Такие моменты не могли не вызывать возмущения населения. После башкирского восстания, вот, допустим, было такое движение Мурада Ишкалиева, который в 1760 году призвал к основанию нового Булгара. Именно в это время начинает возникать идейное течение булгаризма. К тому времени вот это мусульманское образование, оно, вот эта сеть учебных учреждений охватила все Урал и Поволжье. Появилось много образованных людей, которые читать и писать умели. Читали вот эту книжку знаменитую «Таварих и Булгария», читали книгу «Таварих и Булгарнаме», неизвестного автора, там Хисамиддина бен Шарафуддина, то есть был ли он, не был, неизвестно. Читали много других книг. И вот возникает вот эта идея течения булгаризма, согласно которому вот этот булгар, и от него же ничего не осталось, одни развалины, но люди видели, что вот, видимо, что-то величественное раньше было. У людей возникла такая идея, что вот в древности здесь такое великое мусульманское царство было, и город Булгар стал представляться символом золотого века своего, там, века ислама и так далее. Ну, вот как у русских град Китеж, которого нету, и вот здесь то же самое. Тоже, значит, стал принимать такие формы, эсхатологические, я бы сказал, что вот нужно основать новый Булгар, надо вернуться вот к тому Булгару, который был. Конечно, мы понимаем, что это мифология, что с исторической реальностью не имело никакого соответствия, но, тем не менее, башкирские писатели Таджидин Елчигул, Аль-Башкурди, Али Чукури, если вот почитать их произведения, Таджидин Елчигул, например, пишет: «Я булгарский башкир», например, да, он говорит. Булгарский не значит, что вот они себя генетически возводили булгаром, а это означало, что я вот мусульманин. Булгарский — это изначальный тот ислам, который был, который не порушенный вот этой агрессивной религиозной политикой государства. Вот такой там изначальный ислам, который он был. Вот что такое булгаризм. Вот в свете этого становится понятным смысл высочайшего указа от 5 декабря 1767 года оренбургскому губернатору с разъяснением, что последний башкирский бунт 1755 года, о котором мы еще поговорим, был основан на том, что башкирцы, называя себя не инако, как болгарами, под сим именем просили себе протекции у атаманской порты. Вот такое было, значит, движение идейное булгаризма, вот как раз оно зародилось вот в середине 18 века. Поэтому, когда современные историки пишут, или вот, допустим, наш муфтий Талгат Таджудин, тоже сторонник булгаризма, они немножко путают историю и идейные течения, которые тогда возникали. Когда он говорит: вот мы потомки булгар, башкиры и татары. Здесь, конечно, это нужно разделять, что сторонниками булгаризма, да, были вот, значит, интеллигенция башкирская, она была, но это не говорит о том, что этногенез башкир или как-то был связан с булгарами, хотя, возможно, и это тоже было. Но, тем не менее, началось вот это брожение, и поводом стал к восстанию сенатский указ от 16 марта 1754 года, согласно которому
с башкир был снят традиционный их ясак. Я же говорил, что башкир начали переводить из ясашного состояния в служилое. Если ты уже служилый человек, то ясак, он был символом той полунезависимой Башкирии. Вот мы платим царю ясак, и даже и не ходите, и не вмешивайтесь. И начали снимать вот этот ясак, поскольку он был символом того прошлого состояния Башкирии. А заменять чем-то его? Заменять решили вот чем. Вместо ясака башкир обязали из казны закупать илецкую соль. А раньше она была собственностью башкирского народа, общественной собственностью, и они могли и просто так ее брать. А теперь им говорят, все, илецкая соль была захвачена казной, и теперь правительство, понимая, сколько им нужно денег взять с башкирского населения, сами произвольно устанавливали цену на соль. Тогда цена соли была установлена 35 копеек за пуд, что в 6 раз было дороже, чем прежний ясак. И вот, как пишет Витевский, озлобленные башкирцы заявили, что соль покупать из казны не желают, а будут брать ее, как раньше, из казны Господа Бога нашего. И чтобы избавиться от притеснений и довести о них до сведения государыни, башкирцы решили восстать. Буквально пару слов. Что такое соль? В то время это главный консервант. Тогда же холодильника не было. Мясо и прочее на лето как-то ты с голоду умрешь, если у тебя соли не будет. Первым делом башкиры решили обратиться к правителю среднего казахского жуза Аблайхану, чтобы им, когда они разорят все крепости и почтовые станы в Башкирии, дозволено было укрыться в киргизской степи, что Аблай им и обещал. Как вспоминал один из 4 ахунов, Мишар Батыр-Шах Алиев, уже летом 1754 года вся Башкирия знала о готовящемся восстании. И вот теперь заметим тенденцию, по которой будут развиваться все башкирские движения. Сначала вот мы видим, что это было чисто такие башкирские национальные движения, потом вот этот опыт показал, когда вот против башкир были подняты не только вооруженные силы, но и, скажем, арендаторы земель. Вот, видимо, возникла идея, что а что бы не сделать общемусульманское движение под знаменем ислама, объединить не только башкир, еще и мишарей, и типтярей, и других групп населения. Как пишет сам Батыр-Шах Алиев, к нему приехал некий смагул, башкир Кальчир Табынской волости, и передал ему анонимное письмо, в котором адресату напоминалось о смысле коранического аята: «О пророк, побуждай верующих к сражению». «Джахаду фи сабилляхи» — это арабское выражение, «сражайтесь на пути Аллаха». Условно говоря, это призыв к джихаду. Кем было это написано, это послание остается тайной. Но вот такое ощущение создается, что вот чья вот невидимая рука управляла этим всем. А как привлечь на свою сторону не башкирское население, мусульманское края? Нужно было, чтобы из их среды кто-то обратился. Кто-то подсылает Батыр-Шаху Алиеву человека, где вот была вот именно вот коранический аят: «Сражайтесь на пути Аллаха». После этого Батыр-Шаху стало ясно, что башкиры предлагают ему стать духовным лидером движения. После этого ахун начинает рассылать возмутительные письма. Хочу сказать, возмутительные в кавычках, это, скажем, определение официальной документации того времени. Возмутительность письма ко всем мусульманским народам: казанским, сиитовским татарам, типтярам, мишарам, казахам, надеясь поднять их на борьбу. Расчет, видимо, стоял в том, чтобы нейтрализовать вот эту так называемую пятую колонну в тот момент, когда башкиры будут вести свои боевые действия с правительственными войсками. Именно поэтому и понадобился мусульманский авторитет не башкирского происхождения Мишар Батыр-Шах Алиев. Однако вот абсолютно независимо от вот этих возмутительных так называемых писем, это определение опять, значит, властей, возмутительных писем Батыр-Шах Алиева, 15 мая 1755 года начинается восстание в Бурзянской волости. Восстание начинается с того, что башкиры нападают на горноизыскательскую партию Брагина и его помощников, убивают его, поскольку Брагин по вот преданиям, если вот мы возьмем, ну и по документам, занимался не тем, для чего был послан в Башкирию. Его послали искать там драгоценные камни, мрамор и так далее. Вместо этого там он притеснял местное население, черт знает чем занимался. Вот башкиры убивают на озере Талкас его партию, приводят в негодность Исетский тракт. Вдогонку за ними был отправлен отряд капитана Ледомского. Происходит сражение. Погиб сам капитан, 10 солдат. Оренбургский губернатор тут же послал повеление младшему хану младшего казахского жуза Нурали, сыну Абулхаир хана, чтобы злодеев башкирцев в киргиз-кайсадских улусах ограбить и, разобрав по разным рукам, пленниками учинить. Поскольку башкиры, разбив отряд капитана Ледомского, разорив ямы, массово начали убегать в казахскую степь. Вот по договоренности с Аблайханом. Хотели детей там, и жен оставить, потому что очень боялись за их судьбу, поскольку горький опыт прошлого восстания им показал, что церемониться с мирным населением никто не будет. Хотели, оставив детей, жен, семьи, и возвратиться обратно, вести боевые действия. Указание Неплюева было немедленно выполнено. Нурали по указанию губернатора схватил всех мирное население башкирское, которое оказалось на его территории. Казахи, пленив, оставили себе, часть, значит, выдали властям.
Неплюев отправил в Брузянскую волость многочисленные команды во главе с бригадиром Бахметовым, подполковником Исаковым. Начались массовые аресты, допросы, пытки населения. Вот такие действия происходили. Тем не менее, это не остановило восстание. Нурали хан, он был ханом Среднего Жуза, он послушался приказа Неплюева. Но хан Среднего Жуза Аблай, он не послушался Неплюева. И вот тех, которых башкиры отвозили свои земли в Средних казахский Жуз, пока их не трогали. И вот решили в Среднем казахском Жузе, оставив там детей, жены и так далее, башкиры возвращались и продолжали нападение. Нападением подверглись Кананикольский, Преображенский, Овсяно-Петровский заводы. Оренбургский губернатор тоже не спал. В Среднем казахском Жузе тоже мнения разделились. Неплюев пытался провоцировать, и раз на Аблай-хана не удалось как-то повлиять, решили старшину возмутить казахск. И там тоже мнения разделились. Одни говорили, что нельзя трогать этих иштяков, это против Аллаха, против Корана. А другие говорят, да нет, вот надо слушаться властей. И тоже там доходило до того, что в драке между собой казахи разорвали на части несколько башкирских детей. То есть вот до этого, когда дележ происходил. И вот Неплюев натравил казахов на башкир. Он считается там основателем и в Оренбурге герой. В своих мемуарах удовлетворенно пишет: башкирцы, мужья и отцы, увидев в своих защитниках и обнадеживателях, то есть казахов, такой над женами их и над дочерьми насильства, принуждены нашлись защищать их с потерянием жизни. И сим способом погибло немало башкирцев и киргизцев. То есть казахов. Озлобленные башкирцы обратили всю свою ярость на близлежащие киргизские улусы. Многих побили, взяли их жены, детей и весь скот. Сие происшествие положило такую вражду между народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна. Как видим, вот эти пан-исламистские письма Батырши казахам не возымели никакого действия. Также замысел Батырши поднять на священную войну мусульман Урала Поволжья потерпело поражение. Вот татары Сиитовского посада, это уже фактически пригород село Каргалы под Оренбургом. Вот татары Сиитовского посада прямо сказали, что присоединятся к башкирам только в том случае, если те будут одерживать верх. Аналогичного мнения были мишари, за что удостоились порицания со стороны Батыршаха. Казанские служилые татары и мурзы за то, что в прежний башкирский бунт против их башкирцев с пользой употребляемые были, снарядили 5000 человек, наоборот, для участия в карательных операциях. За это им было обещано жалование за 2 месяца вперед по норме датских казаков, а также все захваченное имущество в Башкир и Ясырь. Неплюев в своих записках пишет: тептяри и мещеряки с такой ревностью против башкирцев вступились, какой только желать возможно было, а знатнейшие их старшины отправили от себя для сыскания тех возмутителей, таких людей, которые их в лицо знали. Кроме того, против башкир был отправлен 3000-й отряд казаков донских. Всего под рукой у Неплюева было сосредоточено более 36 000 человек. Восстание в скором времени было просто подавлено, разбито. На кого все-таки повлияли вот эти так называемые возмутительные письма Батыршаха Алиева? Мы видим, что на южных башкир они не дошли. Башкиры сами по себе восстали. На казахов тоже, и на мишарей, и тептярей тоже они никак не подействовали. Кто же таки откликнулся на эти письма? Оказывается, на них откликнулся только башкиры Гайнинской волости, пермские башкиры. Они узнали, стали сбиваться в отряды, убили своего старшину Абдюка Кужагулова, который попытался препятствовать их сбору. Предполагалось, что они соберут эти отряды воедино и немедленно выступят в деревню Карыш, нынешнего Балтачского района, где ожидал их Батыршах. Однако на мятежников внезапно напал их старшина Токтамыш Ишбулатов и разогнал их. Тем не менее, 2 или 3 сентября 1755 года один из отрядов башкир-гайнинцев добрался до Карыша. Но уже придя в Карыш, они Батыршаха там не нашли. Сам вождь восстания 1 сентября, буквально не дождавшись подходу вот этих сил, бежал в лес и скрылся. Через год поймали его в деревне Азяк, нынешнего Бураевского района. По словам Батыршаха, он сознательно пришел в данное селение, чтобы через своего знакомого, здешнего мишарского старшину Сулеймана Диваева, оформить явку с повинной и объявить государыне слово и дело. Однако за голову Батырши была уже назначена поимка. 1000 рублей, это огромная сумма по тем временам. А явка с повинной аннулировала бы вот эту награду. Поэтому старшина, не желая терять деньги, уговорил Батыршаха представить дело в ином свете. Поймавшему тебя назначено 1000 рублей вознаграждение. Итак, ты сам человек рассудительный. Нам нет никакой выгоды, если объявим, что ты сам явился. И тебе нет никакой выгоды, потому что твое слово мы не можем выполнить, а также потому, что необходимо, чтобы твои слова без нашего объявления под ногами не останутся. И в итоге был сдан как пленник властям. Старшина получил свои 1000 рублей, а Батырша, в общем-то, под конвоем отправился. Потенциальное наказание могло быть меньше, если бы он сам сдался властям. Так вот, это же старшина ему не позволил. Он уговорил каким-то образом. Не уговорил, он просто сказал, что я его поймал, теперь уже чье слово будет более весомым. Весомее. Вождь из Батыршаха, как военный вождь, не вышел
никакой, поскольку вот он испугался возглавить движение тех же самых ганинцев, то есть вот непосредственно вооруженных действий, это раз. Второе, нам доподлинно неизвестно, восстание в Бурзянской волости возникло само по себе, либо под действием его возмутительных так называемых писем, но судя по хронологии, оно возникло абсолютно независимо от его писем, поскольку уже в мае восстание началось фактически с нападения на Брагина. В академической литературе пишут не так. Просто «Башкирское восстание» 1755 года. Первая монография вышла Чулошникова. Но в краеведческой литературе, там, журналист, хотя «Восстание Батырши», оно, конечно, неправильно. Поскольку военным вождем Батырша не был, потом его духовное лидерство тоже немножко под сомнением. А вообще было народное название, как вот у всех башкирских восстаний. Вот как мы говорим, восстание 1662-64 года Дайчиновщина называлось. Потом следующее восстание Сиитовский бунт. Следующее восстание Алдаровщина. 35-40 году восстание имело там два названия: Якаевщина и Карасакальская война. А вот это восстание как называлось? У нас есть тоже свидетельство. Лепехин, побывавший в Башкирии летом 1770 года, приводит народное название Бурзянский бунт. Непосредственно боевые действия происходили только вот на территории Бурзянской волости. А вообще вспыхнуло оно на озере Талкас. Ален Франк, американский исследователь, пишет: восстание Батырши 1755 года было самым важным событием, которое привело к переоценке отношений между российскими властями и улемами, то есть мусульманскими священнослужителями. Вот эта идеологическая составляющая, вот мы здесь видим, что иногда пиар, он больше значит, чем реальные какие-то, значит, вещи. Вот этот мираж общемусульманского восстания, который был создан вот этими возмутительными письмами Батырши, потом что вот это движение булгаризм, что башкирцы там себя именуют булгарами, просили протекцию у атаманской порты. Вот этот мираж общемусульманского восстания, внезапно вот возникший перед глазами властей, благодаря красноречивым обращениям Батырши, подкрепленный вооруженным действием Башкир-Ногайской дороги, сыграл свои действия. Епископ Лука Канашевич, архимандрит Сильвестр Гловацкий, проводивший вот эту агрессивную политику в Поволжье, были удалены по решению Синода. И вот Синод с сенатским указом, буквально вот на следующий год после восстания, 1756 года, было разрешено вновь строительство мечети в Казанской, Нижегородской, Сибирской губернии. Фактически можно сказать, что ислам буквально на следующий год вот этим указом перешел из разряда гонимых конфессий уже, по крайней мере, в терпимые. И произошло это в правлении именно Елизаветы Петровны, еще до Екатерины. Екатерина II, она лишь окончательно закрепила вот этот статус ее учреждением Магометанского духовного собрания в 1788 году, причем в Уфе, то есть по понятным причинам, почему в Уфе, исходя вот из всех наших разговоров. И в итоге можно сказать, что вот башкиры за придание исламу статуса, по крайней мере, признанной религии, заплатили своими вот реальными жизнями. То есть оценивать итоги этого небольшого относительно восстания можно позитивно в целом? Позитивно, наверное, для тех, кто потерял там тысячи погибших родных, там своих близких, для них, наверное, это не было позитивным явлением, но если рассматривать этот вопрос в историческом плане, то да, это, конечно, было вот таким движением вперед. Поскольку уже, наверное, может быть, и Россия уже стала меняться, все-таки уже наступал век просвещения, это не было те вот темные века петровских времен, или там Анна Ивановна, когда вот было вот такое господство вот деспотической власти, военщины, где можно было вопросы порешать оружием. Сейчас уже приходило несколько иное понимание. Люди читали Вольтера и так далее. Спасибо большое. Сегодня с Салаватом Хамидуллиным мы разбирали башкирское восстание, которое одно из названий носит восстание Батырши или Бурзянское 1755-1756 годов. Спасибо большое, Салават. Спасибо вам. До свидания. До свидания.